Сегодня я бы хотел поговорить опять на тему церкви вообще. Вы помните, может быть, не так давно, буквально, может быть, месяц назад, я проповедовал на тему церкви, и мы говорили о том, что вообще это Его церковь. Его это в смысле Божья. Иисус является основателем церкви. Вы знаете, да? Он сказал, что «Я открою церковь свою». Он про себя говорил, да? Это церковь Христа. Если это церковь Христа, то тогда Бог, Иисус, Он устанавливает цели для церкви. То есть для чего она вообще существует? Это не просто какая-то социальная организация. Также тогда Бог, Он устанавливает результат, который Он хочет видеть в церкви. Вы помните, да, мы говорили об этом. Матвея, 28 глава, великое поручение, которое дал Иисус. «Идите и проповедуйте до края земли, всякому народу». Мы должны, первое, то есть цель, это мы должны всем рассказать благую весть о том, что Иисус Христос, Сын Божий, что Он умер и воскрес. И церковь, это ее цель. Да? Результат, который Он ожидает, это что? Это новые верующие. Он говорит так дальше. «Идите и научите, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научите их всему, чему я научил вас». Это Он говорил своим ученикам. Поэтому мы из неверующих делаем верующих, крестим их, и потом мы их учим, что значит вообще жизнь с Богом. Вы понимаете, да, церковь, она вот именно для этого существует. Говорить о Христе, распространять Евангелие, делать новых верующих. Вы помните, да? И помимо этого, если Иисус, Он определяет цели, результаты, но Он также дает еще и что? Все способности и силу. Написано в Деяниях, да, что вы, 1:8, вы примете силу и будете мне свидетелями. Еще раз, смотрите, мы получаем силу от Бога ради определенной задачи. Для чего? Для того, чтобы свидетельствовать о Нем. Если ты свидетельствуешь, ты распространяешь Евангелие, в твоей жизни будет действовать Божья сила. Если в какой-то момент ты ударяешься в какие-то просто благотворительные дела, и все эти это неплохо. Мы тоже призваны к этому. Но в конечном итоге, если это не приносит, не служит тому, чтобы распространять Евангелие, сила, она уйдет. Вы понимаете, да? Но сегодня я бы хотел говорить дальше. Вы знаете, я просто вспоминал ковидные времена. Было совсем недавно, просто уже так всего прошло. Сейчас уже вспоминаешь такой, как круто было. Все дома сидели, общались. Если в больничку не попадать, было неплохо. Но было время, когда мы прекратили собираться здесь. То есть мы проводили только онлайн-собрания, у нас не было собраний вживую, когда вообще все заболели, я заболел, и заболел, но все равно мы приходили здесь, закрывались и просто делали онлайн-трансляцию. И если вспоминать все это, вы знаете, кто-то до сих пор еще не вышел из онлайн-церкви, в халатике, на диване по воскресеньям. Зачем куда-то ходить? Сейчас же удобно стало. Но оглядываясь назад, я понимаю, что это прикольно, как замещение на короткое время, но это никогда не заменит полноценных собраний вживую. Я думаю, что многие со мной согласятся. Еще раз, такие вот онлайн-собрания, онлайн-церковь, она никогда не заменит настоящую церковь. И сегодня я бы хотел поговорить об этом. Почему? Смотрите, давайте мы прочитаем Деяния, 2 глава, 42-43 стих. А все места Писания, которые я буду читать, они будут в новом русском переводе, не в синодальном. Хотя многие вещи, они, может быть, и привычнее в синодальном, но чтобы не прыгать с текста на текст, все время будет новый русский перевод. Итак, они, это первые верующие, это церковь, твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета пред Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Смотрите,
О чем здесь говорится? Здесь говорится деяние, это деяние апостолов. Рассказывается, вот церковь только-только, она была создана. День Пятидесятницы, Дух сошел, образовалась церковь, верующие начали собираться. И о чем здесь говорится? Что они постоянно пребывали. Здесь, в синодальном написано, постоянно пребывали. Здесь всегда пребывая в общении. Другими словами, ранние христиане придавали очень большое, важное, первостепенное значение следующим аспектам в деятельности церкви, в поклонении. Еще раз, 42 стих. Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Смотрите, здесь есть несколько пунктов. Вот, чем занималась первая церковь. Помните, когда я на той проповеди, когда говорил о том, что это его церковь, что Бог нам определяет цели, результат, но Он также еще и снабжает, всем нам все дает. И я приводил такой пример, как один пастор, он вызвался помогать другу, прихожанину из церкви, строить дом. Он не очень умел работать руками, и этот его друг думал, что я ему могу дать. И дал ему нарезать доски определенной длины. Он дал ему образец, и он брал образец, ложил, отрезал, убирал в сторону, отрезал следующую, работал до обеда. И потом оказалось, что к обеду у него на 5 сантиметров доски стали длиннее образца. И как так получилось? Он вместо того, чтобы каждый раз прикладывать образец, он по доске отрезал, убирал ее в сторону, а за образец брал ту, которую он только что отрезал. И так миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром, в итоге получилось длиннее, чем нужно. А к чему я это говорю? Смотрите, во-первых, мы должны помнить о том, что Бог нам сказал, что мы должны делать. Во-вторых, мы не должны смотреть на то, какой была церковь 100 лет назад, 200 лет назад, 500 лет назад, век назад. У нас есть образец первой церкви. Мы смотрим на то, какая она должна быть. Вы понимаете, о чем я? Нам не нужно смотреть мы просто уходим иначе. Итак, здесь говорится 4 аспекта, чем занималась церковь. Они держались учения апостолов. У них была здравая доктрина, они изучали Писание. Это первое. Дальше они пребывали в общении. Потом преломление хлеба, это причастие, то, что нам заповедал делать наш Господь Иисус. И молитва. 4 вещи, чем занималась первая церковь. И я хочу обратить ваше внимание, что общение стоит на втором месте. Еще раз. Общение стоит на втором месте. И это говорит мне о том, что не только ранние христиане придавали этому большое значение, но также и Бог уделял этому важное значение. Вы знаете, 2 Тимофею 3,16. Все Писание Бога вдохновенно. Можно вместо Писания это вывести? Все Писание, в новом русском переводе звучит следующим образом. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности. В синодальном переводе там все Писание Бога вдохновенно. Или современным языком вдохновлено Богом. Что это означает? Это означает, что все, что написано в Библии, это написал Бог. Вы понимаете? То есть писали люди, но Бог вдохновил их на то, чтобы это поместить в Библию. И в соответствии с этим, если автор этого стиха Бог, который мы читали, я думаю, что есть причина, по которой общение стоит на втором месте. И мы позже коснемся, я рассмотрю это в проповеди. Но прямо сейчас я бы хотел, знаете, я не стал выписывать из словаря определение термина общение, что такое. Мне просто понравилось, как я случайно один человек просто мне в беседе сказал, знаете, такой, просто не затейливо, он говорит, слушай, общение – это когда у двух людей есть что-то общее. Когда их что-то объединяет общее. Потому что если тебя с человеком вообще ничто никак не объединяет, у тебя нет ничего общего, у тебя и не может быть с ним никакого общения. Вы согласны со мной? То есть необходимое требование для общения, чтобы этих людей что-то объединяло, что-то общее. И вы знаете, есть люди,
всегда найдутся, которые попытаются сказать вам, что возможно быть хорошим христианином и не ходить в церковь. Более того, я вам скажу, что когда-то, там, 30 лет назад, я сам размышлял на эту тему. Я приходил к таким, нет, ну, написано же. Как бы я, то есть спасение, оно никак не влияет. Вот хожу я в церковь, не хожу в церковь. Но вы знаете, да, может быть, ты не потеряешь спасение, но ты не сможешь быть тем христианином, войти в ту полноту, что для тебя предназначил Бог без церкви, без верующих. Поэтому вот такая вот точка зрения, что ты можешь быть хорошим христианином и не быть связанным с церковью, это неправда. Знаете, я бы даже больше сказал, это такое поддельное христианство. Почему, я сейчас поясню. Вы знаете, вся суть в том, что человек, он как бы не возражает. Да, хорошо, я принимаю в жизнь Иисуса Христа, но я не хочу ни с кем делиться им. Я не хочу делать то, к чему Он призывал. То есть я хочу получать, мне мое благословение все от Бога, но сам что-то кому-то давать, я как-то не очень. Я сейчас дальше еще поясню. Смотрите, настоящее христианство так не работает. Без общения вы не сможете повиноваться Иисусу Христу. Смотрите, общение, оно так же важно, как хорошее учение, как доктрина, здравая. Так же важно, как участие в вечере Господней, как причастие. И точно так же важно, как и молитва. Более того, оно даже стоит выше в этом списке. Я думаю, что вы знаете почему? Вот суть общения, она заключается в том, чтобы сосредоточиться на ком-то другом, а не на себе. Понимаете? Бывает, когда человек, ты вроде бы с ним общаешься, и он заполняет весь эфир. Я, мне, мое и так далее. Иногда человеку нужно выговориться. Бывает такое. Но если это не разовая акция, а это постоянно, вы понимаете, чем закончится такое общение. С тобой никто не будет общаться. Поэтому суть общения – это когда ты сосредотачиваешься на ком-то другом. Давайте мы прочитаем послание Филиппийцам, 2 глава, 3-8 стих. Еще раз, новый русский перевод. «Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мысли должен быть таким же, как и образ мыслей Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом. Наоборот, унизил себя, приняв природу раба, он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте». Вот этот отрывок нам говорит, что Иисус, Он поступил так, Он принял смерть на кресте за нас, за все человечество, потому что Он отказался от своих преимуществ, от своих Божьих атрибутов. Вы знаете, Он был Бог, но Он добровольно сложил те преимущества, которые у него были, как у Бога, и стал как человек. Отказался от своих прав как Бог, чтобы мы могли с вами спастись. Вы понимаете, о чем я? И теперь Он является примером того, как мы должны относиться к другим. Смотрите, это не просто какой-то начальник, директор, руководитель. Это Бог с большой буквы, который сотворил вообще все. И несмотря на это, Он пренебрег, Он добровольно стал как творение, как человек просто, чтобы мы могли получить спасение. И Он призывает нас к тому, чтобы мы с Него брали пример в общении. Суть общения в том, чтобы ставить нужды другого верующего выше своих собственных.
Вот почему в Деяниях, 2 глава 44-45, говорится следующее. Мы не прочитали, дальше вот развитие. «Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения, имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого». Смотрите, я не призываю все продавать и делиться, и у нас все будет общее. Есть определенные причины, почему они так поступали, в том числе, потому что они верили после того, как вот Иисус, Он вознесся, что вот Он сейчас вернется, вот Он вот-вот будет пришествие. Они уже готовились, они сейчас вознесутся на небеса. В том числе это повлияло. Но тем не менее, смотрите, ранним христианам не предписывалось вообще вот продавать все, чтобы помочь бедным в церкви, малоимущим. Но они это все равно делали, потому что они посвятили себя общению. Понимаете? Общение – это когда мы служим другим. Общение, когда мы считаем нужды других более важными, чем наши собственные. Вот почему мы, например, делаем в том числе приветствие в церкви. Вы знаете, как часто я слышал, когда мне люди со стороны говорят: слушай, ну надо как-то пересмотреть, наверное, потому что это как-то разрушает ход собрания. В том смысле, что как-то вот оно все, там только люди начинают разговаривать, и ты пытаешься что-то сделать, и может быть, Бог Он к чему-то приведет, и мы как-то будем делать это по-другому, но я верю, что это здорово. Вы знаете, иметь общение, приветствовать кого-то. Вот почему также мы принимаем причастие, и после этого я также призываю, чтобы мы могли собраться по 5, по сколько-то человек и пообщаться, поделиться с кем-то, помолиться, познакомиться. Это хороший момент, это хорошее время. И это тоже в том числе богослужение. Это тоже в том числе поклонение Богу. Почему? Потому что мы только что прочитали, что делала первая церковь. По той же самой причине существуют домашние группы. Потому что как бы мы не старались это делать на общем собрании, здесь в воскресенье, время все равно недостаточно. Его просто мало. Мы не можем на полчаса сесть. Поэтому домашние группы – это то место, где каждый человек восполняет свою нужду в общении, может высказаться сам и может выслушать другого, и может поучаствовать в чем-то. Вы понимаете, о чем я? Общение – это когда мы служим другим. Общение – это когда мы считаем нужды других более важными, чем наши собственные. Вы знаете, именно поэтому в Новом Завете так часто встречается фраза «друг друга». Так часто. Я не знаю, вот кто-то считал, я пробовал, в интернете через Finder посмотреть, сколько слов. Я 62 раза насчитал. Например, я просто пару примеров вам приведу. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. Иисус говорит следующее. «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга». Римлянам 12 глава, 10 стих. «Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу». Всего лишь пара стихов с этой фразой. Друг друга. Но обратите внимание, в каждом из этих стихов и остальные все тоже, там говорится не о том, что люди должны делать для меня, но говорится о том, что я должен делать для людей. Вы понимаете? Христианство, оно все время так направлено, чтобы трансформация, преображение произошла меня, чтобы я изменился. Если ты воспринимаешь Библию, что там написано, что это вот они должны измениться, моя жена должна измениться, дети должны измениться, написано, почитай, написано то. Это написано, но это написано для них. Тебе написано другое. Делай то, что написано тебе. Вы со мной? Итак,
В каждом стихе говорится, что я должен делать для других, а не о том, что другие должны делать для меня. И вот в этом заключается вообще основа, природа здравого общения. Потому что бывают, знаете, такие отношения, ну, модное слово абьюзерские, да? То есть, когда, ну, как будто тебя выжали, тебя отжали, то есть, ну, никто не хочет такого общения. Это не здравое общение. Но здравое общение, когда каждый стремится что-то сделать для другого, привнести. Когда ты видишь не только свои нужды и свои проблемы. Вы понимаете, о чем я? Слава Богу за нашу церковь. За редким, может быть, исключением, вы знаете, вот сама природа просто людей, ну, только хорошие у меня вот слова всегда. Ничего не могу сказать вообще вот такого. Слава Богу за то, что, ну, вот это вот есть, всегда было, наверное, в нашей церкви, и, наверное, поэтому я и говорю еще больше об этом, чтобы нам не потерять и всегда помнить. Итак, еще раз, Деяния, 2 глава, 42 стих. Приоритеты в первой церкви. Они твердо держались учения апостолов, первое, всегда пребывая в общении, второе, в преломлении хлеба, то есть причастие, третье, и в молитвах, четвертое. Вот смотрите, если бы я был Богом, никто стулом не кинул, молния не ударила. Еще раз, если бы, я бы, может быть, поставил общение в конец списка. Почему? Ну, потому что мне, знаете, когда я вот размышлял об этом, мне кажется, что это может быть, ну, не так важно. Общение, ну, как здравое учение, Писание, изучение этого, это же важно, важно. Но на первом месте причастие, сам Господь нам повелел это делать, это важно. Молитва, это важно. Ну и общение потом, наверное, где-то там на последнем месте. Но, ну, не поймите меня неправильно, мне нравится общение, мне нравится общаться, и все такое, но, знаете, я думал, что общение это как производное, как побочный продукт от всего остального поклонения. То есть изучение Писания, молитв, причастия, и потом оно само по себе где-то там вытекает. Но вы знаете, когда я вот готовился и при ближайшем рассмотрении, я пришел к выводу, что хорошее поклонение, когда ты принимаешь вечерю Господню, в приеме вечери Господней, и хорошая молитва пред престолом Божиим, они зависят от хорошего общения. Я сейчас объясню вам, что я имею в виду. Смотрите, еще раз, если мы посмотрим на это место Писания, Деяния, 2 глава, 42 стих. На первом месте стоит учение апостолов. Что такое учение апостолов? Это то, что мы сейчас имеем в виде Нового Завета, все эти книги. Все, что есть в Новом Завете, помогает нам понять Божью волю в отношении нашей жизни. И в соответствии с этим местописанием 2 Тимофея 3 глава, 16 стих, где написано, что все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности. Для чего? 17. Чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Итак, Библия – это написанное Слово Божие. Аминь. А Новый Завет – это часть Слова Божьего, которая состоит из учения апостолов. Без учения апостолов, без Нового Завета, без здравых доктрин, которая лежит в основе поклонения Богу, в основе богослужений в церкви, мы бы ничем не отличались от каких-то клубов по интересам. Без здравых доктрин, без здравого учения апостолов. Еще раз, смотрите, я не против каких-то клубов по интересам. Бывают классные разные организации. Но из-за смерти Иисуса Христа, из-за того, что Он сделал для нас, мы призваны к гораздо более высокой цели. Вы понимаете, о чем я? Без хорошего учения, без здравых доктрин, у нас бы было просто классное собрание. Собрались, попели классные песенки. В ладоши похлопали, порадовались. Без хорошего учения, без здравых доктрин, причастия, это была бы, такая какая-то странная закуска. Там перехватили что-то, выпили и пошли.
Без хорошего учения, без здравых доктрин, молитвы это были бы просто какие-то пустые обращения к безмолвному Богу. В основе истинного поклонения должно лежать учение апостолов. И поэтому учение апостолов в этом списке, оно стоит на первом месте. Нам нужно знать, чему нас учил Бог, что мы должны делать, как мы можем применять это в наших жизнях. Но смотрите, на втором месте дальше в списке стоит общение. Почему? Казалось бы, такие серьезные темы. Первое – это учение апостолов. И потом стоит общение. Давайте посмотрим важность общения для вечери Господней, то есть для причастия. У нас есть пример в Новом Завете, церковь в Коринфе, где у них было очень мало общения, или, по крайней мере, то общение, которое они имели, оно было абсолютно нездравым. Одни прихожане оскорбляли других прихожан, пренебрегали друг другим, одни другим плохо обращались друг с другом. Почему я так знаю? Например, когда они принимали причастие, вечерю, никто ни с кем не делился, никто никого не ждал. И в то время в первой церкви вечеря, то есть вообще это ужин, если перевести на современный русский язык, они принимали в буквальном смысле этого слова. Каждый приносил из дома что-то, еду какую-то, накрывался стол, и они садились, благословляли хлеб, вино и полноценно ели. Это то, что как Иисус сделал, в первый раз, когда, помните, у них был полноценный ужин с учениками, и сначала он взял вино, хлеб, преломил и сказал, что делаете это в мое воспоминание. Именно этим занималась первая церковь. И мы смотрим 1 Коринфянам 11 глава, с 20 по 22 стих, что происходило в церкви в Коринфе. Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в вечере Господней. Каждый из вас торопится съесть то, что принес. Так что одни остаются голодными, а другие напиваются до пьяна. В таком случае ешьте и пейте лучше дома, и не позорьте церкви Божьей, и не унижайте тех, кому может и действительно нечего есть. Что же мне теперь, хвалить вас за это? Конечно, нет. Знаете, может быть, не очень удачное такое сравнение, но у меня бабушки все держали свиней. Кто-нибудь видел, как свиньи едят? Такое, знаете, когда описание такое, похоже на свиней, как у кормушки. Просто все набрасываются на еду. Никто никого не ждет, более того, они друг друга распихивают. Мне мое и быстрее, быстрее. Это то, что он описывает. Вы что творите вообще? Вы принесли, сидите и начинаете, никого не ждете. Каждый быстрее лопает то, что принес. Кто-то нажирается до отвала и напивается даже, а кто-то остается голодным. Никто не думает о других, с кем едят. И тогда Павел перешел к вопросу на причастии дальше. Он предупреждает их. Давайте посмотрим. Также 11 глава, 1 Коринфянам, 27-33 стих. Он говорит: таким образом, кто ест хлеб и пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. И дальше он подводит итог. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Смотрите, здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько мест. В 27 стихе написано, что таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господня.
Здесь, как и в прямом смысле, если ты принимаешь вечерю, и ты не размышляешь, это для тебя ерунда какая-то. Ты не отдаешь того отчета, что на самом ты деле совершаешь. И здесь написано, что грешит против тела и крови. Кто тело Христова сейчас? Это церковь. И здесь вы знаете, как в прямом смысле, я верю, написано, что кто не размышляет о теле Христовом, так и также в контексте того, что мы читаем, он говорит, вы вообще не размышляете о теле Христовом. Вы не заботитесь ни о ком. Вот это я, мне, мое, я принес, я быстрее съем, я наемся, себя там это, плевать на всех. И тем самым ты оскорбляешь тело Господне, потому что церковь – это тело Господне. Вы понимаете? Дальше, 28. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. Смотрите, вот в Коринфе, в церкви, люди так жестко обращались друг с другом, что Бог разгневался. Павел им пишет. Они пренебрегли общением друг с другом и плохо обращались друг с другом. И поэтому Бог плохо обращался с ними. Они пренебрегали Его телом, Его церковью. И Бог плохо обращался с ними. Некоторые становились слабыми, болели, написано, и даже умирали из-за этого. Другими словами, из-за того, что они не практиковали хорошего общения, Бог презрел общение с ними. Вы понимаете? Общение – это всегда дорога с двухсторонним движением, как мы говорили. Невозможно, когда тебе кто-то что-то делает, с тобой общается, и ты все время заносчивый, высокомерный, только я, мне, мое. Чем это все кончится? Хорошо, если у человека терпение. Может быть, он твой родственник, и он тебя любит. Но поверь, это все до поры до времени. Всякому терпению приходит конец. Хорошее общение имеет решающее значение для того, чтобы Бог принял наше присутствие за вечерей Господней. Другими словами, ты можешь сделать богобоязненный вид, благочестивый, сказать все правильные слова, очень учтиво всех пропускать, подойти и принять причастие. Но если тебе на всех плевать, на самом деле, и ты просто лицемер такой, который знает, когда и что нужно делать в церкви, это не стоит ничего. Понимаете, о чем Бог говорит? Потом дальше подумайте о важности хорошего общения в молитве. То есть мы посмотрели, что без общения, без хороших взаимоотношений, без хорошего общения не может быть хорошего причастия, не может быть хорошего хлебопреломления. Давайте посмотрим 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Здесь Бог говорит мужьям. Подобным образом и вы, мужья, с пониманием относитесь к женам как к более слабым, уважая их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы. Внимание, дальше. Тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам. Обратите внимание, если муж, он неправильно обращается со своей женой, это может помешать его молитвам. Бог просто не слышит. Ты как глава поставлен заботиться, вести, а ты пренебрегаешь этим, злоупотребляешь этим. И Бог говорит, кто там, что там просит? Не слышу. Бог не прислушивается к такому человеку, если муж плохо обращается со своей женой. Также параллель. Вы знаете, что церковь – это кто? Невеста Христа. Если кто-то обращается с невестой Христовой, как вы думаете, Бог услышит молитвы этого человека? Вы понимаете, о чем я?
Я так не думаю. Хорошее общение имеет решающее значение для хороших молитв. Точно так же, как учение апостолов имеет решающее значение для хорошего поклонения Богу, так и хорошее общение имеет решающее значение. Потому что без хорошего общения мы просто бы теряли время с причастием и с нашими молитвами. Вы понимаете? Общение означает, что мы правильно относимся друг к другу и, следовательно, правильно поклоняемся, так, как угодно Богу. Все, что я говорю, вообще имеет значение? Ну, в смысле, понятно вообще? Потому что все затихли, я понять не могу. Я все время забываю, что я точно такой же, как истинный ариец. Сидишь, у тебя никаких эмоций на лице. Просто это настолько важная тема. Смотрите еще раз. В чем, казалось бы, я никогда раньше не задумывался, как Бог может поставить, какое-то общение. Конечно, здорово общаться, но на второе место. После здравого учения, после апостольского учения, даже выше причастия, выше молитв. Почему? Да потому что ни молитва, ни причастие, если у тебя нет нормального общения, но ничего не стоит. Я вам хочу привести такой пример реальный. Как-то уже приводил его, но жизнь короткая, примеров не так много. Реальная история, детский христианский лагерь, и в одной группе был мальчик, который, выделялся тем, что у него не было руки. У него рука была ампутирована выше локтя. И так получилось, что там как бы заключительный вечер, и проводятся, всякие мероприятия, там они песни поют, и у них произошла замена одного учителя на другого. По какой-то там причине так получилось, и вот последняя ночь у костра они, и учитель, она не знала. То есть довольно большая группа детей, как-то не обращала внимания на это. И у нее была запланирована такая песня в конце, и знаете, как вот дети там, руками машут, и она, давайте построим церковь. И вот они, вот оно здание, вот оно крыша, а вот она дверь, а там сидят люди, и как-то надо было руками махать. И вот она всех поднимает, всех детей, дети, давайте построим наши церкви. И начинает петь, а вот оно здание, а вот она крыша. Потом она смотрит на него, и у нее голос осекается, и она понимает, что он-то не может построить церковь, у него руки нету одной. И просто такая неловкая пауза и тишина. И рядом с ним тоже стоял мальчик, ребенок. Он просто подошел к нему и говорит, а давай вместе построим церковь. И он просто дополнил, взял его за талию и дополнил той рукой, которой у него не было. Знаете, в этом заключается суть общения, в построении церкви. Без нормального общения не может быть нормальной церкви, здравой церкви, церкви Иисуса Христа. Вы понимаете, о чем я? Нужно участие каждого. Если ты кем-то пренебрегаешь, если ты один такой умный строитель, так не получится. Вы понимаете, о чем я? Потому что общение означает, что мы нужны друг другу. В этом суть. Мы нуждаемся друг в друге. Общение утверждает, что мы жизненно важны для веры друг друга. Кто-нибудь задавался вопросом, почему мы поем песни на якутском языке? Не полноценно, но дополняем, да. Есть несколько причин. Это по откровению, это просто у нас одно время, я прямо переживал такое, помните, мы на первом этаже собирались, когда мы пели, я даже чувствовал, что прославление, более того, прославление на якутском, оно даже важнее, чем проповедь, потому что прямо присутствие такое приходило, было такое время. Но помимо всего этого, казалось бы, зачем? И вы знаете, одна из причин, это в том числе, чтобы заявить, что несмотря на то, что у нас разные языки, мы нужны друг другу.
Мы одно тело, поклоняющееся одному Богу. У нас две просто большие этнические группы, есть много национальностей. Но, как правило, все говорят на русском в церкви, и мы могли бы петь только на русском. Но у нас также большая группа людей, кто говорит на якутском, и мы вообще в Якутии, в том числе, я верю, помните, как откровение было, что когда мы поем на якутском, на якутской земле, просто вот та связь народа, которая она терялась у якутского народа с Богом, она восстанавливается. Написано, что все народы, они прославят. Я верю, что мы должны славить Бога, как мы только можем, на своем родном языке, великого Творца. Ни каких-то бесов, ни каких-то творений, ни там Баяная, ни там еще кого-то. Вы понимаете, о чем я? Но помимо этого, мы одно тело, поклоняющееся одному Богу. Несмотря на то, что разные языки, мы разные все. Мы одно тело. Давайте посмотрим Ефесянам 4 глава, 1-6 стих. Павел пишет: «Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Дух один и тело одно. Так же, как и надежда, к которой вы были призваны. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он над всем и действует через все и во всем». Еще раз. Мы одна церковь, одно братство, ну или сообщество, одно тело во Христе. И в этом заключается наше общение. Напоследок еще одна мысль, я уже заканчиваю. Вы знаете, во время ковида тысячи церквей были закрыты по всей стране. А если взять в мире, я вообще не знаю, там сотни тысяч церквей. И, как еще раз я говорю, мы закрывались на какое-то время. И поначалу это все было, не то чтобы забавно, но, знаете, я такой верю, что Бог вот сделал такой вот волшебный пендель, дал нам в том числе, если можно так это выразить, такой небесный. Мы бы до сих пор, я верю, не начали бы трансляции, мы бы, может быть, и не двинулись вообще там со всем остальным, но здесь мы были просто вынуждены. То есть уже давным-давно надо было все это делать. И Бог, если вы так не хотите, одна из вещей, но вы знаете, через какое-то время все начало очень сильно это раздражать. Почему? Потому что вот люди в церквях, подобные нашей, как вот у нас, они действительно нравятся друг другу. Они действительно нуждаются в общении. Они действительно наслаждаются этим общением. Вы знаете, какие-то вещи ты не подделаешь. И вот то, что я понял, самый большой минус вообще всего, то, что происходило, это то, что мы были лишены общения. Потому что чаты, смайлики, мемчики и прочие вещи, такое себе общение. Вы понимаете, о чем? Это, конечно, здорово как-то поддерживать, но ничто не заменит общение лицом к лицу, с глазу на глаз, когда ты можешь прикоснуться к человеку, кого-то взять за руки, за кого-то помолиться, с кем-то говорить лицом к лицу. Вот это для меня было просто открытие. Я понял, что это точно не от Бога. Имеется в виду, понятно, есть карантинные меры и так далее, но я просто осознал весь ужас того, если лишить человека живого общения в церкви. Мы действительно хотим быть вместе как семья, и мы действительно стремимся к истинному общению. И вот этот прошедший карантин, он кое-чему нас научил. В том числе я часто говорил, что здание – это не церковь. Но здесь мы просто убедились в этом.
Церковь – это христиане, которые являются частью нашей семьи. Мы всегда должны помнить об этом. Мы должны помнить, что, как и ранние христиане, мы не просто христиане по воскресеньям. Это также то, что я неоднократно подчеркиваю. То есть мы не просто верующие в воскресенье, но мы имеем общение, и мы верующие каждый день. Давайте посмотрим Деяния, 2 глава, 46 и 47 стих. Здесь говорится следующее. Каждый день они единодушно пребывали в храме и по домам, преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Еще раз, в самом начале написано, каждый день они единодушно, и там дальше. Вы знаете, давайте оставаться христианами каждый день, с радостью и искренностью в сердце. И когда каждый день мы будем практиковать истинное христианство, и у нас будет здравое истинное общение, тогда мы будем видеть, как Бог Он прилагает спасаемых. Аминь.